Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Неделя качества в здравоохранении проходит в Якутии. В рамках мероприятия проводят межрегиональную научно-образовательную конференцию «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в медучреждениях». Сегодня в нашей студии гость из Нидерландов, эксперт, старший исследователь Департамента общественного здоровья и первичной помощи медицинского центра Лейденского университета, профессор Первого Московского государственного университета имени Сеченова Ник Гульдемонт. Ник, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос. В Якутии стартовала неделя качества здравоохранения. Ник, какова цель вашего участия в мероприятии? Целью участия в конференции был перенос опыта моей страны в повышении качества здравоохранения и, в частности, повышении безопасности и качества здравоохранения, адаптированной к условиям Якутии. Как вы можете оценить уровень здравоохранения в Якутии? Для того, чтобы оценить качество услуг медицины в Якутии, прежде всего нужно познакомиться с мнением людей, и там, где они максимально не удовлетворены качеством медицинской помощи, я бы и обратил в первую очередь внимание на эти точки роста для будущих улучшений. Что вы вкладываете в понятие здоровье-центризм и как, по-вашему, можно управлять здоровьем? Если мы говорим о термине здоровье-центризм применительно к Якутии, эта проблема лежит в области многофункциональной и зависит не только от медицины, зависит еще и от состояния превентивной медицины, от отношения людей к их здоровью. То есть здесь нужно брать комплекс мероприятий. Вернемся к самой конференции. Как долго вы будете находиться в Якутии? Что вам предстоит изучить здесь у нас? В этот раз мой визит в Якутию продлится меньше недели. И основная моя задача – это понаблюдать, послушать и самому понять, что здесь происходит, с тем, чтобы обдумать, сложить общую картинку. И я надеюсь вернуться сюда уже скоро с какими-то конкретными предложениями по решению проблем не только в области медицины, но и в помощи по развитию всей системы здравоохранения, включая и превентивную медицину, и управление здоровьем людей. В указе главы республики Ясена Николаева о развитии здравоохранения, в частности, говорится о создании в Якутии сети школ и менеджеров здоровья. Кто такие менеджеры здоровья и как будет проходить обучение в школах здоровья? Это две чрезвычайно важные структуры, как менеджеры здоровья, так и школы здоровья. В современном мире они занимаются довольно сложными вещами, но также они имеют отношение к большому кругу социальных каких-то вопросов и психологических часто вопросов. Поэтому людям они должны передавать эти знания, чтобы они могли обеспечивать сами себе здоровый образ жизни, причем и с физической, и с психологической стороны. А самое главное, чтобы они понимали, как они сами могут меняться, потому что это отдельный совершенно навык. And also how can you create a change management? Мир стремительно меняется. Сегодня активно внедряются открытые экосистемы здоровья. Как изменится отрасль здравоохранения, как вы считаете, через 10-15 лет? В целом мир идет к тому, что здоровье и само здравоохранение, оно становится все больше и больше основано на запросе пациентов. Я вижу идеальный сценарий, что доктора будут слушать голос пациентов, что им нужно, реагировать на их запрос и обеспечивать им доступ не только к больничным сервисам, но и к сервисам управления здоровьем и понимания самих себя для того, чтобы формировать это здоровье. Это будет через цифровые современные инструменты, конечно, осуществлено, но смысл им будет таким. Мир постепенно возвращается к нормальной жизни после пандемии, очень медленно, где-то это проходит быстрее, где-то медленнее. Хотелось бы узнать, как вы считаете, как пандемия скажется на здравоохранении мировом? Мы увидели прежде всего в результате пандемии, система здравоохранения должна меняться, потому что пандемия показала слабость систем здравоохранения в странах всего мира. Поэтому, собственно говоря, мы должны понять, что мы можем двигаться только вместе, делясь нашим опытом, который мы приобрели в результате пандемии, все страны, все профессионалы здравоохранения,
Вот, и все лидеры стран мы должны прийти к совместному движению на основе анализа тех ошибок и тех слабых мест, которые мы увидели в пандемии. Ник, спасибо, что пришли к нам. Желаем вам дальнейшей успешной работы. Будем ждать вашего очередного визита в Якутию. Пожалуйста, до свидания. А я напомню, гость нашей программы сегодня – старший исследователь Департамента общественного здоровья и первичной помощи медицинского центра Лейденского университета, профессор Первого Московского государственного университета имени Сеченова Ник Гульдемонт. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. И оставайтесь с нами.